Добрый день, меня зовут Дьяконова Ольга Спартаковна. И у нас сегодня мастер-класс изготовления открыток своими руками посредством бумаги скраб собственного производства. Открытки и альбомы из скраб-бумаги, как мы знаем, сейчас очень актуальны. Покупные бумаги, как мы знаем, в магазинах дорогие, и я решила сделать их своими руками. Итак, мастер-класс номер 1. Нам нужны папки для акварели, салфетки и пленка, которой мы пользуемся в хозяйстве. Также утюг. Трехслойные салфетки мы берем только верхний слой, то есть нам нужна только один слой. И между картоном и салфеткой мы кладем пленку. Затем не горячим, а теплым утюгом мы гладим поверх картона. И у нас получаются вот такие вот бумаги. Лишние салфетки по краю картона мы его вырезаем, чтобы у нас получился цветной картон. Итак, мастер-класс номер 2. Нам нужны будут картон цветной, тоже акварельный, и лаки цветные для ногтей, которые мы используем в повседневной нашей жизни, и красим наши картоны в разноцветные цвета, которые вам необходимы и которые вы бы хотели получить. У нас получаются вот такие бумаги. Мастер-класс номер 3 – это уже плотная скраб-бумага. Для оборудования я взяла фоторамку А4 и обернула его в москитную сетку. Мы готовим целлюлозную массу посредством кипятка ненужных бумаг и можем использовать также блендер. У нас получится вот такая вот масса, которую мы оставим сушиться у нас на рамке. И у нас получится вот такая вот плотная бумага. На этого у вас уйдет 3 дня. И вот что у нас получается. Это открытки, которые я сделала из цветных бумаг, скраб-бумаг, атласных лент, из страз и кружев. И можно также использовать и ткани. А вот это уже из бумаги скраб, которая у нас плотная получилась. Это из салфеток. Вы посмотрите, вот там можно использовать разные фактуры. Бумагу всегда нужно чувствовать. А здесь мы видим атрибуты для кэнди-бара, тоже самодельные. Вы можете также делать у себя дома. Также вот кружево, как я уже говорила, ткани. Любые ткани вы можете использовать, если захотите. Также можно использовать и ваты. На этом у нас все. Спасибо за внимание.